Золотые тигры, уже так можно назвать наших земляков, которые блестяще выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Сочи и привезли домой сразу несколько медалей высшей пробы, тем самым улучшив свой прошлогодний результат. Рустам Кокохоев и Зелимхан Чоджоев оказались сильнее всех соперников на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр-13». В прошлом году Рустам уже побеждал на этом турнире. Тогда его копилка пополнилась 2 золотыми и 1 серебряной медалями. В этом же году силач из Ингушетии побил свой собственный рекорд по качеству завоеванных наград, а заодно установил новый мировой рекорд в дисциплине военный жим, осилив вес 190 килограмм. Тяжелая работа. Сложно этот третий этап, когда я уже рекорд мира ставил. Тренер мне помог, сказал, поставь и вытяни все, что ты сможешь. И 2-1 у нас было, да? 2-1 было. Засчитали судьи, проверили экипировку. Если у меня какие-то другие вещи, проверили и засчитали, и поставил рекорд мира. Прошедшие соревнования были посвящены Дню силы, и участие в них приняло около 9000 человек из 15 стран. Не менее блестящий результат показал Зелимхан Чоджоев в весовой категории до 82,5 кг. Ингушский богатырь не только стал лучшим в дисциплине жимовое двоеборье и жима лежа без экипировки, но также выполнил норматив элита России, тем самым став абсолютным чемпионом вне зависимости от собственного веса. Смог я поднять 180 кг, жим. И жимовое двоеборье свой вес я поднял 42 раза. В принципе говоря, основное, все, что можно было там завоевать, мы завоевали. Сейчас было просто с тренером, у нас была цель завоевать абсолютку, и мы абсолютку завоевали. В принципе, а так все уже есть у нас. В аэропорту ингушских силачей встречали коллеги, друзья, родственники и просто фанаты спорта. Сегодняшних фаворитов приехал встретить и первый олимпийский чемпион Чечено-Ингушетии по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков. Имея такое славное наследие и современные методики подготовки, неудивительно, что нашим спортсменам никто из соперников не смог составить достойную конкуренцию. На самом деле я не видел ни одного конкурента в тех дисциплинах, где выступали мы, потому что у нас разрывы были, самый маленький разрыв это 40 килограмм, а человек как-то занимал 2-е место. Такой конкуренции в тех дисциплинах, в которых выступали мы не ощутили ее вообще. Этот спортивный год Федерация пауэрлифтинга Ингушетии закрыла красиво. Теперь подготовка и отбор на следующий. Ближайшие крупные соревнования – Кубок Европы, которые состоятся уже в следующем месяце. Харон Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24.